Тем временем в Якутске в связи с профилактикой коронавируса моют и дезинфицируют подъезды жилых домов. Наша съемочная группа побывала в двух многоквартирных домах по улице Каландаришвили в столице. Елизавета Васильева продолжит тему. Вот таким тщательным образом Василиса Осивцева протирает и дезинфицирует антибактериальными средствами поручни лестницы, ручки дверей, почтовые ящики, полы, стены и кнопки лифтов. До пандемии Василиса убиралась в подъезде 4 раза в месяц, а сейчас 2 раза ежедневно. С 9 по 1 этаж все перила, все подоконники, все ручки дверей, даже выключатели. Это переключатели света. В 69-м квартале по улице Каландарашвили всего 34 каменных жилых дома, а уборку делают в 29 домах. Если управы городов работает удаленно, то в управляющих компаниях еще не перешли на такой режим работы. В офисе у нас есть дезинфицирующие средства. Смотрим, чтобы руки мыли постоянно работники наши в масках. И плюс лампа стоит в офисе, потому что у нас касса. С прошлого месяца в столице начались усиленные меры по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. Решение принял оперативный штаб правительства республики. Теперь вместо сухой уборки проводится только влажная. В день сколько раз вы моете? Перила каждый день. Перила вот каждый день вытираем хлоркой. Полы неделю 1 раз моем. Каждые 2 часа, наверное. А до этого как было? По понедельникам и четвергам. Ой, ни разу не помыли, если честно. Ни разу не видела. Каждый день моют. Пока не видела. По Лермонтова 117. Многие управляющие компании усилили работу в своих участках неделю назад. Работников обеспечили медицинскими масками и антибактериальными средствами. По словам компании, средств хватит примерно на 2 месяца. Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Якутск.